самых заметных событиях среды вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы дня. Историческое событие с ожиданием в 70 лет. В начале февраля свои двери распахнуло новое здание онкодиспансера. Сегодня медицинский центр открыли официально. Темпы капитального ремонта многоквартирных домов в республике растут с каждым годом. Кому положены льготы при оплате взносов за капремонт, расскажем. В Ленске вновь снежная зима. Скучать дорожным службам не приходится. Всю неделю работают в авральном режиме. Покажем процесс уборки улиц от снега. Добровольно всем на пользу. Открыт набор волонтеров на игры «Дети Азии». Сколько заявок поступило и как стать волонтером на знаковом спортивном событии. Бескомпромиссные баталии на шахматной доске. В Якутске проводят ежегодный региональный турнир по шахматам «Белая ладья». Сколько команд соревнуются на этот раз? Историческое событие. Почти 70 лет медики и пациенты с онкологическими заболеваниями ждали появления в Якутии специализированного центра. В начале февраля свои двери распахнуло новое здание онкодиспансера, построенное в рамках нацпроекта здравоохранения. О том, чем оснащен новый центр и как отреагировали на него пациенты, в материале Петра Васильева. В Якутии специализированную помощь пациентам с онкологией начали оказывать с 1950 года. Тогда онкологический диспансер размещался в старом здании бывших яслей, а на лечение и обследование больных было выделено 25 коек. Затем были переезды в так называемые малосемейки и корпуса, разбросанные в разных районах города. Строительство единого медицинского центра, который будет оказывать помощь пациентам с онкологией, стартовало в 2017 году. И вот спустя почти 7 лет строительства здание распахнуло свои двери. Я буквально в субботу разговаривал с министром здравоохранения России Михаилом Борисовичем Мурашко. Он еще раз поблагодарил всех тех, кто участвовал в создании этого замечательного центра. Еще раз выразил уверенность в том, что онкологическая служба Якутии, получив такое здание, конечно же, сделает колоссальный рывок вперед. Участие в открытии по видеосвязи принял президент России Владимир Путин, отметив, что это еще один шаг к повышению доступности и эффективности такой помощи. Главная задача, конечно же, сделать этот центр не только красивым, но и высокотехнологичным, передовым для нашей республики, для наших жителей, чтобы наше население могло получать высококвалифицированную медицинскую помощь по профилю онкологии, начиная от диагностики злокачественных опухолей, от самых сложных методов исследования, лабораторной диагностики, рентгенологических методов исследования до лечения, сложного хирургического лечения. С первых же дней после открытия стартовал прием пациентов. Это уже порядка 40 человек. Причем приезжают как пациенты из города, так и из разных районов республики. Все они отмечают высокий профессионализм врачей и передовое качество самого центра. Мы, жители Якутии, очень рады, что построили нам такой большой, просторный, светлый центр онкологии. И благодарны нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, нашему президенту Айсану Сергеевичу от жителей Якутии. Сегодня онкоцентр – это 8 операционных залов, стационар на 180 коек и поликлиника на 210 посещений в смену. В общем и целом 25 тысяч квадратных метров, оснащенных самым современным оборудованием. Всего в распоряжении врачей онкоцентра 1880 единиц самого высокотехнологического оборудования. Это и компьютерные томографы, и магнитно-резонансные установки, и ангиографические. Ну и даже самая настоящая жемчужина онкоцентра – вот этот 260-спектральный компьютерный томограф, аналогов которому нет на всем Дальнем Востоке. Этот аппарат позволяет выявить даже самые мелкие очаги заболевания. В течение месяца поэтапно в работу введут стационарное отделение. Однако онкодиспансер уже стал крупнейшим подобным медучреждением на Дальнем Востоке. А это значит, что теперь якутяне смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск.
Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества, нажитого в результате или использованного при распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах России и призывах к действиям против безопасности страны. Так, к виновным будет применяться не только уголовное наказание, но и такая мера уголовно-правового характера, как конфискация имущества, нажитого в результате противоправной деятельности. Изменения предлагается внести в уголовные и уголовно-процессуальные кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России, за публичное оскорбление и дискредитацию армии. Но с января у Якутии новый подшефный район в Донецкой Народной Республике, городской округ Докучаевск. В него входит как сам город, так и 11 пригородов, один из которых, поселок Еленовка, находится на линии разграничения. Первый объект, который должен быть закончен к апрелю, это здание МФЦ. Подробнее расскажет Александр Хавренко. Докучаевск – небольшой город, всего в 30 километрах от Донецка. Долгое время находился в красной зоне. А по его пригороду, поселку Еленовка, проходила линия разграничения. Как во многих других городах Донбасса, при украинском правительстве в Докучаевске практически не ремонтировалась инфраструктура. Не производился капитальный ремонт домов и социальных объектов. Много чего нужно восстанавливать. На этот год мы запланировали 53 дома. Это в основном, конечно, остекление, но есть и кровли по Еленовке в домах. Водоводы, потому что долгие годы и при Украине никто ничего не делал. Мы делали все, скажем так, хозспособом, где-то взяли трубу, что-то поменяли, то есть масштабных работ не производилось. Поэтому и водоводы будем ремонтировать, ну и инфраструктуру улучшать. И один из значимых объектов – это МФЦ, которая будет открыта в Еленовке. До 2024 года шефом района была Владимирская область. За это время они провели масштабную работу по восстановлению. Например, в городской больнице было отремонтировано хирургическое отделение, поставлено новое оборудование. Но это не решило всех проблем больницы, которые скопились за 70 лет. Нуждаемся в ремонте, капитальном ремонте рентген-кабинета и поставки оборудования, и ремонт флюорографического кабинета. Флюорограф тоже у нас 79-го года, еще пленочный, катушечный, который проявляется, как раньше, помните, были аппараты вот эти, пленка заливалась в проявитель, фиксаж там и так далее. Еще одним объектом работы республики будет школа номер 4. Здесь будет возведена спортивная площадка. В 2022 году, на следующий день после объявления начала специальной военной операции, в здание школы прилетел снаряд ВСУ. По счастливой случайности, в этот день школьники находились на дистанционном обучении, и в здании были только учителя и администрация. Пережили, и теперь сейчас восстанавливают нашу школу полностью. И на сегодняшний день нам уже осталось сделать спортивную, площадку и канализационные коммуникации. За время работы в Кировском якутская команда проявила себя хорошо, что не раз отмечал и полпред в ДВФО Юрий Трутнев. Теперь весь свой опыт и профессионализм им предстоит применить в Докучаевске. Александр Хавренко, Петр Шестаков, Донецкая Народная Республика. Министерство транспорта России рассматривает вопрос ремонта аэропортов за счет новых сборов. А региональные аэропорты, нуждающиеся в ремонте, предполагается разделить на две группы. Под финансирование первой, малые аэродромы, должен появиться специальный фонд, который будет наполняться за счет сборов в подведомственную организацию Росавиации. С этой целью будет введен новый сбор, либо повышены тарифы за аэронавигацию. Предполагается, что такой подход позволит привлекать для реконструкции аэродромов 10 миллиардов рублей в год. Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса аэропорта города Певек и доложить до 15 марта. На строящемся секторе микрорайона «Звездный» в Якутске началась установка свай под будущий детский сад на 315 мест. Сдача в эксплуатацию планируется в следующем году. Также в «Звездном» планируют построить школу на 990 мест и поликлинику на 600 посещений в смену. Напомним, новый микрорайон представляет собой комплексную застройку. Там синхронизируется строительство жилья, соцобъектов и объектов транспортной инфраструктуры. На данный момент, кроме детского сада, ведет строительство крытого катка и квартальной котельной. В целом в микрорайоне будет построено 263 тысячи квадратных метров жилья.
Темпы капитального ремонта многоквартирных домов в республике растут с каждым годом. Так, в прошлом году количество объектов по Якутии увеличилось на 57 домов, а в текущем году планируется провести капремонт более чем в 300 многоквартирных домах. Напомним, в 2015 году президент Владимир Путин подписал закон о льготах для пожилых людей и инвалидов при оплате взносов за капитальный ремонт. Подробности в сюжете Даяны Федоровой. Значимый фактор процесса улучшения жилищных условий жителей республики – капитальный ремонт в многоквартирных домах. В этом году запланировано проведение ремонта в нескольких населенных пунктах Якутии, в том числе в городе Алдане, Ленске и Мирном. В рамках капитального ремонта также были заменены 315 лифтов в 155 домах. На сегодняшний день работы продолжаются в доме на 202 микрорайоне. В данном доме 7 подъездов, соответственно, 7 лифтов. Значит, из них в настоящее время заменены 6 лифтов. Значит, наши работы на завершительной стадии. На 2024 год запланированы работы по замене лифтов в 17 домах. Из них, 3 в городе Якутске, и здесь работы уже начаты. Работы по замене лифтов были начаты в прошлом году. На сегодняшний день уже действует 6%. Готовности 7-го лифта составляет более 70%. Вести его планируют до конца текущего месяца. Сюда мы установили лифт Могилевского лифтостроительного завода, потому что давно сотрудничаем с заводами. Это единственный завод, который выполняет полную линейку оборудования самостоятельно. И мы давно поставляем эти лифты в наш регион, они хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации. Этот лифт соответствует всем требованиям, которые по энергоэффективности, по безопасности, и по дизайну, более-менее современный дизайн. Срок эксплуатации старых лифтов вышел за пределы нормативного срока, поэтому было принято решение о замене на новые. Просто как они были старенькие, они, видно, что уже были залеплены жвачкой столетней, где-то обшарпанные. А сейчас все красивенько стало, так цивильно. В общем, сейчас это озвучиваю эту остановку, потому что, в общем-то, приятно видеть, что новые лифты хорошие поставили. Отметим, взносы на капитальный ремонт являются обязательными для всех граждан, за исключением льготных групп населения. В прошлом году список льготников был расширен. Так, с 1 января 2024 года участникам СВО и их семьям компенсируют расходы на оплату жилого помещения и взносы на капитальный ремонт в размере 50%. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. В этом году в Якутии планируют ввести 144 километра региональных автодорог, в том числе 37 километров опорной сети. Завершается контрактация объектов с превышением установленных индикаторов по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили в Управлении автомобильных дорог республики. Отмечается, что на сегодня заключено 18 госконтрактов. По ним должны отремонтировать или построить 150 километров региональных дорог или 104% от плана. Мы должны будем в этом году сдать 3 больших мостовых перехода. Это на дороге Яна, мост через реку Альчан. В Кобейском районе Хатын-Юрях, мост через Хатын-Юрях. И в Мирнинском районе это мост через реку Чаналыр. Для того, чтобы показатель, эти все мосты у нас составляют, общая протяженность у них 177 метров. В Доме правительства собиралась коллегия Министерства внешних связей и делам народов Якутии. Собрание посвятили Дню дипломатического работника. Обсудили планы и задачи на текущий год. Так, министерство продолжит активно взаимодействовать с Китаем, Индией и Вьетнамом. Кроме этого, сертификата о присвоении имени Александра Мигалкина алмазу весом 66,84 карат вручили вдове политика. После чего были озвучены предварительные результаты участия Якутии в выставке «Форуме Россия». В 2024 году мы ставим перед собой такие серьезные задачи, как в целом, по нашим направлениям, это, во-первых, это развитие внешнеэкономических связей республики с дружественными странами, это по линии поддержки экспорта, выхода продукции
субъектов малого и среднего предпринимательства на внешние рынки. Эту работу мы будем продолжать в этом году. И в рамках национального проекта «Международная кооперация экспорт» мы в этом году планируем у нас в республике внедрить региональный экспортный стандарт 2.0. А в канун Дня российской науки стартовала всероссийская просветительская акция «Знание, наука». В Северо-Восточном федеральном университете провели Ночь науки. Приняли участие студенты и преподаватели университета, а также старшеклассники из других учебных заведений. Напомним, президент Владимир Путин объявил о проведении десятилетия науки и технологий. Основные цели – привлечение молодежи в сферу науки и технологий. Во время лекции модераторы подробно рассказали, чем занимаются современные российские ученые в области нейробиологии, космонавтики, медицины, IT, экологии, истории и других направлений. Мы, как члены Российского общества знания, организовываем для студентов и школьников лекции, рассказываем простым, доступным языком о своих разработках, исследованиях. Я, например, сегодня расскажу про нейротехнологии и то, как мы используем нейротехнологии в образовании, в образовательном процессе, про те исследования, которые мы проводим. Также мои коллеги расскажут про гены, про якутские ювелирные украшения. В этом году в Ленске вновь выдалась снежная зима. Скучать дорожным службам не приходится. Всю неделю компания «Техносервис» работает в авральном режиме. Очищенные от снега городские дороги, а также улицы частного сектора приведены в порядок парковки и тротуары, рассказывает Светлана Балиева. Сегодня снова в центре города ограничено движение. Предприятие «Техносервис» занимается чисткой дорог. Ежедневно на линию выходит 5 единиц техники. В обильные снегопады ее количество увеличится до 20. За неделю работы вывезено более сотни машин снега. И это далеко не все. На обочинах еще остается снежной кучей. Объемов не хватает на вывозку. Если сейчас по городу посмотреть, совместимости с ноябрем и декабрем просто осадки выпали за январь, совместимо с 3 месяцами аж. Чистят дороги от снега по всему городу. Грейдеры работают на дорогах, бобкаты на тротуарах, пешеходных дорожках и автобусных остановках. Ленчане довольны работой предприятия. Дороги хорошо почистили, тротуары тоже. Все отлично. Я вот на Северном живу, нынче хорошо почистили, вообще классно. Здорово. За один день прямо убрали так, как никогда. Дороги хорошо, тротуары по-разному. А улицы, по-моему, хорошо. Техносервис ответственно подходит к своим обязанностям. Предприятие занимается обслуживанием не только городских дорог, но и некоторых микрорайонов, также улиц частного сектора, где всегда обеспечен проезд транспортом. Очень хорошо, молодцы. Раньше такого не было. А сейчас прямо выскребают до асфальта. Как вспомните, вот раньше канавы были эти по дорогам. Нормально? В дневное время работать сложно, рассказывает представитель компании «Техносервис». Начинается скопление автомобилей. Несмотря на то, что о дорожных работах ленчан предупреждают заранее, мало кто обращает на это внимание. Вот и получаются такие ситуации. Так вот фиксируем, да? Стоят дорожные знаки предупреждающие. При погрузке самосвалов с обеих сторон стоят знаки. Машина подъехала под трактор. У него загорелся красный сигнал светофора, и он подъехал ровно под трактор. Что касается снежных куч, которые образовались на обочинах дорог, их подрядчики обещают вывести уже к концу этой недели. Светлана Балиева, Виталий Андреев, Ленск. Далее о спорте. 140 дней остается до старта 8-х игр «Дети Азии». Программа включает 24 вида спорта, из которых 17 обязательных по утвержденной концепции игр. Напомним, 8-е игры «Дети Азии» пройдут с 25 июня по 7 июля в Якутске. Юные спортсмены разыграют 239 комплектов медалей. Ранее Владимир Путин подчеркивал, что проведение игр «Дети Азии» способствует продвижению принципов олимпизма и развитию международного гуманитарного сотрудничества. До старта игр остается 140 дней. Добровольно всем на пользу. Открыт набор волонтеров на игры «Дети Азии». На сегодня поступило более 3000 заявок из 65 регионов, а также других стран. Всего на спортивных играх будут работать около 2000 волонтеров. О ходе отбора расскажет Тимур Колмогоров. Волонтеры на предстоящих спортивных играх будут задействованы по 19 направлениям, а также в качестве добровольцев будут работать медики и сопровождающие команд. Но прежде чем стать волонтером, подавшие заявки должны будут пройти обязательные тестирования и собеседования.
Сам тест разделен на 4 блока, и его можно пройти дистанционно. После тестирования мы видим в конце, что какой человек подходит на какую роль, мы видим уже статистику, то есть кто хочет на какое направление попасть и так далее. Всего волонтеры будут работать по 19 функциональным направлениям на играх, например, как атташе, то есть сопровождающие делегации, волонтеры спортивного объекта, волонтеры-медики, волонтеры информационной стойки, волонтеры размещения, питания и тому подобное. Главными критериями отбора участников являются их навыки, опыт участия в других мероприятиях и обязательное знание иностранного языка. Наталья Сидорова начала свою волонтерскую деятельность на первом курсе университета и до подачи заявки уже прошла обучение в начале сентября. Волонтер, в общем, должен обладать добрым сердцем, то есть он может полностью отдать себя этому мероприятию, отзывчивость, то есть доброжелательность, трудолюбие и готовность ко всему. По мнению Дениса Томского, представителя Вилюйского района, опыт работы на цехе дал не только определенные навыки, но и стал мотивацией. Я бы хотел работать волонтером службы размещения, а также и сопровождения делегации. Я хочу, чтобы игры «Дети Азии», международные «Дети Азии» прошли на высоком уровне. После тестирования отобранные участники пройдут функциональное обучение по всем направлениям волонтерской деятельности. Начиная с теоретического блока, заканчивая обучением непосредственно на объектах проведения игр, их подготовят к будущей работе, которая начнется с 25 мая и продлится вплоть до окончания спортивных игр. Тимур Колмогоров, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Бескомпромиссные баталии на шахматной доске. В Якутске проходит ежегодный региональный турнир по шахматам «Белая ладья». Традиционные соревнования собрали 20 команд, честь которых защищают спортсмены от 9 до 14 лет. Подробнее в материале Лианы Михайловой. Нынешний турнир собрал рекордное количество участников в своей истории. Так, в борьбу за лавры первенства вступили 80 человек, представляющие 12 районов. Для максимальной концентрации юных участников организаторы решили провести турнир без зрителей. Здесь у нас формат очень строгий. По положению написано, что никаких зрителей, потому что детей отвлекать ни в коем случае нельзя. Сейчас ребята показывают довольно хорошие результаты. И сейчас у нас очень много молодых тренеров, те, которые воспитывают наших участников. Победителем соревнований станет та команда, чьи спортсмены наберут наибольшее количество очков по итогам 9 игровых туров. Как отмечают тренеры, занятия интеллектуальными видами спорта дает ребятам не только возможность состязаться, но и помогает добиваться успеха в жизни в разных сферах. Уровень, можно сказать, очень сильный, потому что здесь участвуют участники Кубка России по шахматам, кандидаты в мастера спорта есть, первозвездники есть. Поэтому, кто занимается шахматами, он очень хладнокровный, очень такой расчетливый человек. И в жизни все это пригодится, конечно. Поэтому шахматисты все очень успешные люди в любой сфере работы. Михаил Татаринов, несмотря на то, что занимается шахматами чуть более 2 лет, уже вовсю штурмует пьедесталы городских и республиканских соревнований. Юноша уверен, что в этом виде спорта важную роль играет умение анализировать игру соперника. Я занимаюсь шахматами с 2022 года, а начал участвовать в турнирах с 2023 года. Некоторые соперники сложные были, а некоторые легкие. Чтобы играть в шахматы, надо много опыта, чтобы понять, как они играют. И нужно думать, хорошо думать. Судейство оценивать очень строго. Нельзя говорить с соперниками и нельзя пользоваться чем-либо, кроме ручки и блокнота.
Итоги регионального этапа данного турнира будут подведены 9 февраля. Спортсмены с наилучшими показателями будут отобраны в сборную команду республики для участия во всероссийском этапе. Лиана Михайлова, Аэлита Николаева, Якутск. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.